Здравствуйте, это программа «Якутия вперед». Сегодня глава Республики Саха-Якутия Эдсон Сергеевич Николаев озвучит основные итоги работы в июне. Эдсон Сергеевич, здравствуйте. Добрый день. В Якутии объявлен режим ЧС в связи с лесными пожарами. Пожароопасный сезон набирает обороты. Тем не менее, обстановка лучше, чем в прошлом году. Эдсон Сергеевич, чему вас и всех нас научил опыт прошлого года? Пожароопасный сезон входит в пик горимости. Какие меры принимаются? Понадобится ли республике помощь соседних регионов? Безусловно, печальный опыт прошлого года, когда на территории Якутии сгорели порядка 8-9 миллионов гектаров леса, когда все лето у нас населенные пункты находились не только в дыму, но и под прямой угрозой проникновения лесных пожаров уже на территорию населенных пунктов, многому нас научил. И благодаря поручениям президента страны, в первую очередь, конечно, увеличено было очень серьезное финансирование с федерального бюджета. В прошлом году, например, на начало сезона у нас было порядка 280 миллионов рублей. Сейчас эта сумма выросла до 1 600 000 000. Мы из республиканского бюджета, у нас в прошлом году было где-то 400 миллионов на охрану лесов от пожаров, мониторинг. Мы увеличили эту сумму до 900 с лишним миллионов. И у нас в общей сложности 2,5 миллиарда рублей было к началу сезона уже, скажем так, подготовлено и профинансировано как раз на подготовку для борьбы с пожарами. Это в разы больше, чем в прошлом году, если быть точным, почти в 4 раза. Это позволило нам кратно увеличить численность авиалесохраны, Якут-лесресурса, закупить десятки единиц техники, открыть новые авиаотделения в отдаленных районах. Очень серьезно была увеличена летная база, то есть у нас в 4-6 раз было увеличено летные часы именно на мониторинг патрулирования и уже непосредственно на само тушение пожаров. В результате всех этих принятых мер, а также в связи с тем, что мы в этом году начали эксперимент, поддержанный президентом страны по профилактике лесных пожаров, по вызову дождей уже начиная с мая месяца на средства республиканского бюджета, нам удалось очень серьезно снизить количество лесных пожаров. Сегодня в республике действует порядка 50 лесных пожаров, цифра колеблется, но где-то в районе 50 лесных пожаров, тогда как на аналогичный период прошлого года их было свыше 250. То есть более чем в 5 раз так. При том, что площадь вот этих пожаров на сегодня 42 тысячи гектаров, а всего лишь ровно год назад, в этот день, эта цифра составляла свыше 500 тысяч гектаров. То есть сокращение более чем в 14 раз по нашим подсчетам. И это все позволило нам на сегодняшний день чувствовать себя достаточно уверенно. Пик лесных пожаров каждый год, это, как говорится, уже многолетняя статистика, это с 21 июня по 10 июля, когда возникает наибольшее количество пожаров. Мы сейчас видим, что даже несмотря на то, что в день возникает сейчас у нас по 20-30 пожаров, мы их достаточно быстро ликвидируем в первые сутки, там, где они реально находятся в зоне обслуживания. Есть ряд пожаров в зоне контроля, в очень труднодоступных, отдаленных населенных местностях, куда уже и авиация даже, честно говоря, не достает. Там они закрыты решениями КЧС. Вместе с тем эти пожары пока тоже особых перспектив для расширения, для того, чтобы потом начать угрожать населенным пунктам, не имеют. При этом для того, чтобы свободнее маневрировать резервами, и нашими, и федеральными, моим решением введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Это позволило нам привлекать сейчас более оперативно авиалесохрану федеральную. И я благодарен нашим коллегам из других регионов, благодарен главам субъектов, которые поддержали мои обращения. И сегодня несколько сотен работников федеральной лесоохраны и различных регионов, в первую очередь Дальнего Востока, находятся на территории республики. Они в основном сосредоточены в Южной Якутии, где, как мы и предполагали, наибольшее количество пожаров возникает.
Уверен, что при вот дальнейшем правильном отношении к тушению лесных пожаров, при правильном оперативном реагировании на их возникновение, ситуация у нас в этом году будет на порядок, еще раз хочу подчеркнуть, лучше, чем в прошлом году. И вот эта ситуация до конца сезона у нас пройдет. И, конечно же, я благодарен нашим жителям, потому что в этом году количество пожаров по причине человеческого характера тоже гораздо меньше, чем в предыдущие годы. То есть люди гораздо ответственнее относятся к своему поведению, находясь уже на природе. Опытом противодействия лесным пожарам вы поделились на полях 25-го Международного экономического форума. Это событие стало самым громким бизнес-действием в июне, не только в России, наверное, но и на мировой арене. Делегация Якутии выступила на форуме сразу на нескольких площадках. Какие темы участники обсуждали в этом году и какие решения и подписания станут для нашей республики самыми важными? Безусловно, вот я выступил на одной из основных сессий по Арктике, как раз посвященной борьбе с лесными пожарами, с рядом руководителей субъектов Российской Федерации, внес новые предложения, рассказал вот о нашем опыте применения самолета-зондировщика для вызывания искусственных дождей для борьбы с лесными пожарами. На самом деле это очень большой интерес у всех к этому подходу новому. В целом для страны. В основном раньше мы все-таки самолеты-зондировщики использовали уже для тушения пожаров, а в этом году мы предложили все-таки использовать их для профилактики, для вызывания дождей, для снижения класса пожарной опасности. И вот новый министр МЧС тоже сюда приезжал недавно, тоже очень высоко оценивает наши результаты. И на этой сессии с участием тоже руководства МЧС, многих специалистов, тоже было сказано о том, что вот Якутия показывает пример того, что не надо просто ждать, пока сверху что-то нам скажут, а сама какие-то предложения вносит на федеральный уровень для того, чтобы через экспериментальные какие-то подходы уже выработать практику, которую можно будет в дальнейшем использовать в других регионах. Кроме того, конечно же, на Питерском форуме, крупнейшем экономическом форуме нашей страны, мы провели ряд переговоров и застолбили наши, скажем так, ранее договоренности с рядом крупнейших наших государственных корпораций. Хотел бы особо отметить соглашение наше с Росатомом по дальнейшему строительству атомной станции малой мощности в Усть-Куйге. Это также и соглашение с Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики по строительству, по участию министерства, скажем так, в строительстве и реконструкции нефтебаз в Арктике и Якутии, тоже очень важный, злободневный для нас вопрос. Очень хорошая встреча у нас состоялась с руководством «Газпрома», на которой мы выработали наши дальнейшие шаги по социальной газификации в Якутии, а также рассмотрели вопросы дальнейшего развития ресурсной базы как и для «Газпрома», так и для наших предприятий и их сотрудничества. Считаю, что тоже были достигнуты хорошие результаты, которые позволят дальнейшим нашим республиканским предприятиям, в первую очередь Сахатранснефтегазу, уверенно чувствовать себя на этом рынке, ну и помогать развивать в том числе и социальную газификацию в Якутии. На мой взгляд, такое тоже, знаете, одно из первых в стране соглашений, очень важное, очень нужное для нас, было подписано с руководством Сбербанка. Это соглашение по ESG-повестке. Многие считают, что вот это ESG, оно как бы зарубежное, так, новшество и особо к нам не имеет отношения. Но здесь надо отличать зерна от плевел. Много там, конечно, наносного. Так, но есть вещи, которые, конечно, для Якутии, например, очень важны. Это социальная ответственность крупного бизнеса, в первую очередь недропользователей на тех территориях, которые они работают. Это бережное отношение к экологии, причем не только со стороны промышленности, но и со стороны населения, воспитания этой экологической культуры. И здесь Сбер, как структура мировая, как структура, обладающая очень важными, нужными для страны компетенциями в этой области, конечно, будет очень большим подспорьем для реализации ESG-повестки у нас в Якутии. И для нас, на самом деле, очень хорошо, что мы одним, еще раз говорю, первых в стране такое конкретное соглашение со Сбером подписали.
Состоялись встречи с послами ряда стран, дружественных нам стран. Очень важно находить новые направления нашей работы. Это и Казахстан, это и Вьетнам, это и Индия. И везде очень большой интерес мы видим к республике, не только к сырьевым проектам, но и к IT-технологиям, например, нашим креативным индустриям. И здесь большая работа всей республике предстоит для того, чтобы более активнее выходить на новые для нас рынки. Что касается цифровизации, состоялась такая долгая, очень такая плодотворная встреча с министром цифрового развития нашей страны Максудом Игоревичем Шадаевым, на котором мы договорились принципиально о реализации крупнейшего проекта по оптоволоконной сетям Якутии. Мы хотим в течение 23, 24, 25 годов провести линии, высокоскоростные оптические линии связи во все районные центры нашей республики. В первую очередь, конечно же, это касается Арктики. У нас за Арктики такой высокоскоростной интернет пока только в Оленьке. В этом году придется в Скалах. А вот мы хотим, еще раз говорю, в 23-25 годах закрыть всю нашу Арктику. Проект стратегический, и не только для Якутии, но и для страны, крайне амбициозный. Свыше 7,5 тысяч километров линий оптоволокна планируется протянуть. Но здесь, конечно, очень большая работа нужна и техническая по подготовке проектов. Проект далеко не дешевый финансово, он больше социального характера имеет, ну и стратегического такого, значит, с точки зрения безопасности страны он имеет очень серьезное значение. Поэтому договорились, что 50% предварительно это федеральный бюджет, ну а 50% мы будем делить вместе с нашими инвесторами, республиканской компанией Arctic Telecom. Считаю, что несмотря на дороговизну этого проекта, его надо реализовывать для того, чтобы качество жизни людей в Арктике в области как раз цифровизации, интернета, оно коренным образом просто поменялось. Это очень важно, и мы будем этот проект продвигать. И мне очень понравилось, в заключение, вот, отвечая на ваш вопрос, то, что в этом году на Питерском форуме впервые были очень широко представлены вопросы культуры, культурного наследия, в том числе народов России. Был проведен ряд таких важных семинаров по сохранению языков, по развитию нематериального культурного наследия. И вы знаете, везде Якутия была просто лидером. Так? Везде говорили о Якутии, о наших примерах, и не только о сохранении языков, например, коренных малочисленных народов севера, их развития, но и о новых подходах, например, в развитии вот того же якутского кино, якутских народных промыслов. Поэтому здесь нам есть гордиться еще, но здесь успокаиваться, конечно, не надо, надо идти вперед, надо находить новые подходы к решению вот этих старых проблем. Постепенно оглашают результаты единого госэкзамена. В этом году, как известно, в честь столетия якутской автономии, каждый якутский школьник, сдавший ЕГЭ на 100 баллов, получит премию 100 тысяч рублей. Насколько нам известно, 19 выпускников школы Якутии набрали по ЕГЭ высший балл. Причем двое из них, это Назар Павлов и Виталий Красиков, дважды стали 100-бальниками, а это значит получат по 200 тысяч рублей. Как вы оцените результаты наших выпускников и медалистов? Ну и как готовятся школы встретить новый учебный год? Везде ли планировалось начать капитальный ремонт? Хочу отметить, что в этом году вот это новшество, оно было очень с энтузиазмом встречено и учениками, и учителями, и родителями. Многие уже сейчас предлагают эту форму постоянно продолжить. Я, кстати, не против. Считаю, что это было бы очень хорошим подспорьем и стимулом для наших талантливых детей. В этом году уже 23 ребенка у нас получили 100 баллов на разных экзаменах. Это вот я имею последние данные. Рад, что есть вот ребята, которые по 2 раза смогли сдать на 100 баллов. Это просто выдающийся результат. Более того, очень радует, что один из них это не представитель не столичного города или крупных городов, а представитель Усмайского района. Так. И есть учителя, у которых есть вот по 2 100-бальника. Есть одна учительница вот как раз Усмайского района, ученик, который 2 экзамена сдал на 100 баллов. Это говорит о том, что талантливые дети у нас есть, надо с ними работать, надо их выявлять и поддерживать их. Уверен, что вот эта премия от нашей республики в год столетия, конечно же, будет тоже определенным стимулом для их дальнейшего профессионального роста. Ребята, которые так прекрасно сдают экзамены, уверен, что
у них отношение к учебе абсолютно правильное, и такое же отношение они будут демонстрировать уже в высших учебных заведениях лучших нашей страны, ну и в дальнейшем будут служить развитию и нашей республики, и всей нашей великой России. Что касается капремонта, я здесь докончу. В этом году, благодаря решению президента, его поручению, которое он дал по итогам съезда партии «Единая Россия», беспрецедентно большие деньги выделены по России и колоссальные средства для нашей республики. 2 миллиарда 800 миллионов рублей выделено на ремонт школ капитальных в 2022-2023 годах. 58 объектов у нас попало в эту программу, из них 38 школ должно быть отремонтировано уже в этом году. На эти цели средства выделены, 2,5 миллиарда в этом году. Все контракты заключены, работы идут. Буквально вот несколько дней назад я сам рассматривал ход строительства. Ну, все районы идут нормально. Единственное, что по 2 школам есть опоздание, связанное с плохой работой подрядчика, с плохим завозом стройматериалов, но главы районов держат на контроле, обещают буквально в течение ближайших 10 дней все это нагнать. Но более того, я скажу, что эта программа будет продолжаться, и в следующем году мы получим уже на 23-24 годы уже тоже сумму порядка 2 с лишним миллиардов рублей на продолжение капитального ремонта уже других школ. Здесь, конечно же, очень много зависит от наших муниципальных образований, потому что они готовят документацию, ее предоставляют, и в случае вот как раз ее достоверности, качественного ее изготовления, школы района имеют прекрасную возможность попасть в капитальный ремонт. Еще раз говорю, никогда таких средств в стране у нас не выделялось, и в республике у нас на капремонт таких средств одномоментно не было. Уверен, что это позволит наши школы преобразовать, изменить не только с точки зрения стен, окон, потолков, но и с точки зрения материально-технического оснащения. На эти вещи, решение этих задач тоже средства выделяются вместе с капремонтом. Нельзя не отметить грандиозное спортивное событие. Якутск на высочайшем уровне принял 4-й чемпионат мира по масс-рестлингу. Все дни соревнований, страсти на помосте кипели нешуточные. В итоге сборная команда России завоевала 11 золотых медалей. А всего звания лучших оспаривали 138 спортсменов из 39 стран. Это говорит, что масс-рестлинг востребован и интересен мировому сообществу. Как вы оцените уровень подготовки соревнований и готов ли масс-рестлинг к включению в олимпийскую программу? Безусловно, я хотел бы поблагодарить всех организаторов, всех участников, болельщиков, которые своим трудом, своим участием украсили 4-й чемпионат мира по масс-рестлингу, который прошел у нас в Якутске. Впервые он прошел летом, во время нашего СХ. Обычно он проходил всегда в ноябре. Несмотря на все санкции западных стран, на ограничения, связанные с участием России в международных соревнованиях, с участием в соревнованиях, которые проходят в России, приехали представители 40 с лишним стран. Некоторые страны приехали как руководители федерации, уже без спортсменов, но вот 39 стран представили в том числе и спортсменов на данный чемпионат. Соревнования прошли на очень высоком уровне, замечательно. Я сам наблюдал схватки абсолютного чемпионата, который проходил уже на Юсхатыне. Хочу сказать, что, конечно, с точки зрения зрелищности, эффектности, красоты, простоты, объективности этот вид спорта, безусловно, претендует на Олимпиаду. Считаю, что это один из немногих, если не единственный вид спорта из России, который реально может стать олимпийским видом спорта в обозримом будущем. Там, конечно, нужно, чтобы федерации были созданы в 85 странах, и им постоянно занималось 65 тысяч человек. Если с точки зрения профессиональных занятий у нас эта цифра практически уже достигнута, 60, мы уже близки к этой цифре, то, конечно, сейчас у нас, если не ошибаюсь, в 48 странах есть федерации, то здесь нам надо работать с другими странами, в том числе по линии международных организаций, привлекать Олимпийский комитет России,
рост сотрудничества, для того, чтобы популяризировать и продвигать наш вид спорта. Уверен, это у нас получится, так, но через некоторое время, когда все это безумие с санкциями когда-нибудь закончится, да, конечно же, вот тогда, в том числе и наш масс-рестлинг сможет уже претендовать на олимпийскую прописку. Уходящий месяц богат на разного рода события, в их числе Дни Республики Татарстан в Якутии. Гости из Братской Республики посетили наш главный праздник Асех-Туймады. Все это время вы плотно общались с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Александр Сергеевич, в каких сферах удалось найти точки соприкосновения и как продолжится совместная работа? Безусловно, украшением наших мероприятий, связанных с Асехом Туймады, стали проведение в эти же сроки Дней Республики Татарстан у нас в Якутии. О проведении этих дней мы договорились в прошлом году, когда в рамках столетия Татарстана Республика Саха-Якутия большой делегацией тоже посетила Казань, показала свои достижения в культуре, в науке, в экономике, в социальной сфере. Было тоже проведено много разных мероприятий. И вот сейчас Братская Республика ответный визит нанесла, тоже очень большая делегация по самым разным направлениям. Конечно же, очень большой интерес представляют экономические наши связи. Мы, скажем так, еще больше углубили те отношения, которые начали складываться с прошлого года по сотрудничеству с рядом крупных предприятий Татарстана, такими как КАМАЗ, например, да, с предприятиями в области СПГ газификации, перевода транспорта, в том числе общественного транспорта, на газ. Много проектов совместных появляется в IT-сфере. Это сейчас еще более убыстряется в связи с событиями последних месяцев. Есть интересные проекты в сельском хозяйстве. Очень, конечно же, интересные сегодня у нас взаимодействие в области культурных связей. Мы видим, как налаживаются связи между творческими объединениями. Уже книги выходят татарских писателей на якутском и якутских на татарском. Усиливается работа между музеями, между университетами нашими. Это радует, потому что вот как раз такая интеграция горизонтальная между регионами страны, она в целом укрепляет нашу страну. Очень понравилось то, что в рамках нашего Асеха прошел и татарский Сабантуй. Конечно же, гости были поражены масштабом нашего Асеха Туймады, и недаром вот Рустам Нургалиевич уже по приезду к себе на родину, в Татарстан, на Большом конгрессе сказал о том, что вот, побывав на якутском Асехе, он сейчас переосмысливает даже вот в целом значение и как проведение, скажем так, Сабантуя в самом Татарстане. Для нас это очень высокая оценка. И, конечно же, мы эти отношения наши будем укреплять. Более того, мы будем укреплять эти отношения и с другими субъектами Российской Федерации. Не забывайте, что на Асехе Туймады у нас был ряд руководителей субъектов, крупных субъектов Новосибирской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Камчатского края. Вот, изъявляли желание также прибыть много других глав, так, но в силу разных причин не получилось. Но вместе с тем, вот, то, что во время наших главных праздников летних такие мероприятия проходят, это, безусловно, украшает наши праздники в том числе. Действительно, главными событиями июня для всей Якутии стали праздники Асех-Туймады и Асех-Олонхо. В этом году эти праздники стали особенно значимы для якутян, потому как были посвящены столетию якутской автономии и впервые за 2 года прошли в очном, привычном для всех нас формате. Без привлечения оба Асеха восхитили как самих якутян, так и многочисленных российских и международных гостей. Какие впечатления после Асеха остались у вас? Самые хорошие впечатления и у меня, и у всех от проведенных наших крупных республиканских Асехов, Асех-Олонхо. Вот Асех-Олонхо у нас 2 года не проводился, Асех-Туймады 3 года не проводился. И, конечно, люди соскучились по празднику. Несмотря вот на достаточно холодную погоду, например, в Ихневлюске побывало 15 тысяч на Асехе-Олонхо. Это большая цифра. Приехали туда ряд зарубежных гостей, в том числе вот по линии шедевров ЮНЕСКО, большая культурная делегация из 6 стран и 4 регионов страны. Приехала большая представительная делегация официальной Киргизской республики во главе с государственным секретарем Киргизии.
представители, руководители политических партий, депутаты Государственной Думы были на празднике. И, конечно же, в Верхнеюрьске прошел замечательный эсэх Олонхо. Я считаю, что, наверное, один из лучших, которые у нас за 15 лет проведения эсэха Олонхо прошли. Вот. И как раз в рамках эсэха Олонхо я подписал указ о дальнейшей поддержке в целом системы, которая у нас в республике создана вокруг Олонхо, вокруг наших народных промыслов. Так, со следующего года на поддержку домов Олонхо из республиканского бюджета будет выделяться не менее 50 миллионов рублей, а 7 лучшим исполнителям Олонхо, исполнителям Асохая, 7 лучшим кузнецам будет выделяться ежемесячная стипендия Илдархана в размере 30 тысяч рублей ежемесячно. Это очень такая тоже вызвала большую поддержку со стороны как раз тех людей, которые непосредственно работают в этой сфере, сохраняют наши традиционные эпосы, традиционные наши культурные ценности, народные промыслы. И, конечно же, уверен, что это такой тоже определенный толчок даст. Что касается эсэха Туймада, он в этом году в очередной раз побил рекорд. 220 тысяч человек побывало, представители 50 с лишним стран, десятков субъектов Российской Федерации тоже выразили все восхищение проведением эсэха. Уверен, что в дальнейшем вот этот наш такой, знаете, хороший, позитивный настрой должен с нами оставаться. Ну и более того, конечно же, понятно, что эсэх Туймада — это уже сегодня визитная карточка и города Якутска, и нашей республики, а во многом всей нашей многонациональной страны. И вот как раз руководители, в том числе и руководители администрации президента, которые здесь были во главе с заместителем руководителя администрации Магомедовым, очень высоко оценили то, что этот эсэх объединяет уже не только представителей одной национальности, он объединяет людей самых разных национальностей, делает такое, знаете, вот, сплочение вокруг основных ценностей, которые присущи российской нации. И, безусловно, этот праздник должен быть еще более, ну, скажем так, популяризирован уже в масштабах всей страны и всего мира. Недавно вы вернулись из подшефного города Кировска в ДНР, были там чуть менее суток, было подписано соглашение. Расскажите о сути соглашения, какая работа планируется и что уже удалось сделать. Безусловно, мы все понимаем, какая тяжелая сейчас ситуация на территории Донецкой и Луганской народных республик. 8 лет там шла война фактическая, я вот своими глазами увидел последствия этой войны, начиная с 14-15 годов. Сейчас украинские неонацисты в основном как раз занимаются тем, что бомбят и как раз обстреливают мирные кварталы этих городов и в Луганской Народной Республике, и в Донецкой Народной Республике, специально пытаясь нанести максимальный урон вот, социальной инфраструктуре, жилым домам, убивают людей. И, конечно, вот город Кировская, он относительно небольшой по масштабам Донбасса, порядка 30 тысяч человек там. Вместе с тем очень развитый город, там находятся крупнейшие промышленные предприятия всей Донецкой Народной Республики. Это шахта «Комсомолец» Донбасса, который в лучшие годы добывал 4 миллиона тонн угля, сейчас добывает порядка 2,5, но и обеспечивает как раз энергетическим углем практически весь Донбасс и даже кое-что продает уже на экспорт. Я за вот этот период провел очень много встреч, побывал в центральной их больнице городской, где встретился с ранеными, встретился с врачами. Был в школах, в 2 школах, так, в том числе в одной из них. Я имел честь поздравить и вручить серебряные и золотые медали выпускникам города Кировска этого года. Побывал в Доме культуры, который в 2014-2015 году был как раз центром территориальной обороны всей этой территории большой. И вот как раз вот те названия, которые мы тогда все читали, и Дебальцево, Иловайск, это вот все рядом вот как раз с городом Кировское. Посетил я также объекты коммунального хозяйства, посетили шахту, встретились с подрядчиками, которые у нас уже работают на объектах, встретился с нашей командой, которая из республики там выехала. Ребята очень хорошо
себя зарекомендовали, все их хвалят. Вот якуты стали вот своими людьми в городе Кировска. И вот на встрече с населением, которую я провел, и с руководителями предприятий, с активом, конечно, все в один голос вот благодарили за ту помощь братскую, которую оказывает Россия, и в частности Якутия, городу Кировска. Конечно, проблем очень много. И я честно скажу, что я, конечно, понимал, куда я еду, да, но тот уровень развития социальной инфраструктуры, который там есть, конечно, он неприемлем. Вот я побывал в больнице, не поверите, там люди работают, врачи, на самом деле очень такие настоящие врачи, советские еще закалки, главный врач советских времен там работает, люди в возрасте, ну, хотя и молодые есть врачи, но вот хирургии, например, у них хирургические лампы 1960 года изготовления, еще ГДРовские, Карл Сейс, так, рентген-аппараты 40-летней давности. Конечно, в этих условиях работать, наверное, почти невозможно, да? Но люди в этих условиях делают и сложные операции раненым, спасают жизни людей. Конечно, вот огромная им благодарность, но вместе с тем надо помогать, чтобы все-таки вот из такой разрухи эти территории выводить. И сегодня объем работы у нас определен, согласован уже и с руководством полпредства, которое тоже курирует нашу работу, и не только нашу, но и всех дальневосточных регионов. Мы все поблизости друг от друга. И в этом году у нас вот работы стоят по восстановлению школы, капитальному ремонту одной из школ, восстановлению крыш вот больниц, в социальном объекте, асфальтирование, ну, ямочный ремонт, скажем, даже не асфальтирование, ямочный ремонт ряда улиц, потому что улицы там разбиты вообще вдрызг, да. И, ну, работа есть, работы хватает, ну, в основном с привлечением местных как раз трудовых ресурсов, местных подрядчиков. Я считаю, что мы с задачами справимся. Вместе с тем определенное количество людей, в первую очередь инженерно-технические составы, у нас из Якутии туда тоже уже выехали. Ну и многие изъявляют желание поехать. Может быть, мы там какие-то добровольческие тоже формы помощи городу Кировска тоже будем рассматривать и решать. В целом хочу сказать, что у людей там очень позитивный настрой. Люди, знаете, вот я говорю об этом честно, да, там люди гораздо большие патриоты России, нежели чем многие здесь у нас. Вот, люди знают, за что они воевали, люди знают, во имя чего гибли их родные. И, знаете, эти люди точно не дадут вот этой победе, которую мы обязательно достигнем, пропасть. Они обязательно сделают все, чтобы вот больше фашизма в этих местах уже больше никогда не было. Александр Сергеевич, спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем вам дальнейших успехов в работе на благо нашей родной республики. Спасибо. Глава Якутии С. Николаев озвучил основные итоги работы в июне. Ну а мы продолжим следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.